Аминь. Если вы в данный момент зависите от Бога, я верю и заявляю, что когда вы пишете «Аминь», Бог открывает для вас новую дверь. Бог говорит вам сегодня, что Его благословение будет преследовать вас и достигнет вас. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Люди сделают все возможное, чтобы быть к вам добрыми. Вы окружены Его благосклонностью, поэтому ждите правильно. Молитесь и говорите о жизни каждый день. Скажите: «Я знаю, что благословения грядут на моем пути. Я знаю, что Бог открывает путь. Я знаю, что Он исцеляет мое тело. Я знаю, что Он не подведет меня». Когда вы будете произносить эти слова в своей жизни, Бог будет посылать силу и благословение на ваш путь. Не ждите и не жалуйтесь, подождите и прославьте Божье послание для вас сегодня. Бог вынес решение в вашу пользу. Ничто и никто не может отменить это решение. Он определил исход вашей ситуации и изрек вам благословение, победу, прогресс, исцеление и освобождение. Он все контролирует. Господь является высшей властью. Все будет идти согласно Его совершенной воле и плану для вашей жизни. Не стоит беспокоиться. Бог говорит вам сегодня, что Его лучшее для вас, потому что вы были верны в мелочах. Вам будет благословлено многое, потому что вы не сдались. Вы будете благословлены всем, чего ждали и о чем молились. Помни, дитя мое, я награждаю верных. Бог говорит вам сегодня, что вы выстояли в самые трудные времена. Он дал тебе силы выстоять, даже если ты не знал, что это был Он. Когда для вас все изменилось, многие бросили вас и разочаровались в вас. Но вы не только выдержали бурю, но и выросли в ней. Ты другой. Я создал тебя не для того, чтобы приспосабливаться. Я создал тебя, чтобы выделяться. Теперь я собираюсь благословить вашу верность. Я собираюсь вывести вас на уровни, о которых вы даже не догадывались. Получите его на мое имя. Бог говорит вам сегодня, что Он знает, что у вас сейчас много мыслей на уме. Ваша семья, ваше здоровье, здоровье близкого человека, ваши финансы, ваша карьера. Вы чувствуете, что тяжесть мира лежит на ваших плечах. Ты чувствуешь себя одиноким, и трудно вставать по утрам. Дитя мое, ты не один. Положи эти заботы к моим ногам. Дай мне все. Я пошлю вам помощь, исцеление, ресурсы и укажу вам путь. Все ресурсы небес с вами. Не волнуйся, я на твоей стороне. Сегодня вечером Бог говорит вам, что Он знает, что вы сейчас переживаете трудные времена в своей жизни. Вы имеете дело с множеством обстоятельств и большой эмоциональной болью. Кажется, что прежде чем ты сможешь преодолеть одно, происходит другое. Я не всегда успокаиваю бурю вокруг тебя. Иногда я успокаиваю бурю, горящую внутри тебя. Не сдавайся. Я укрепляю вас в тех областях, которые вы сейчас даже не видите. Мы с тобой преодолеем это вместе, как всегда. Все будет хорошо. Поверьте мне. Бог исцелит ваши проблемы, превратив неудачи во вдохновляющие успехи.
Повторите это: сегодня я готов получить изобилие любви, исцеления и хороших вещей, которых я действительно заслуживаю по благодати Божьей. Бог хочет благословить вас богатством, хорошим здоровьем и успехом. Имейте сильную веру и с благодарностью принимайте Его благословение. В этом году ваш дом будет защищен от вреда, болезней и зла. Божья любовь и защита окружают вас. Верьте, что эта неделя принесет счастье, радостные моменты, замечательных людей, благословения и исключительные результаты. Молю Тебя, дорогой Боже, спасибо, что дал мне жизнь. Сегодня напомни мне о своем чудесном плане для меня, во имя Иисуса. Аминь. Бог говорит вам сегодня собраться и подготовиться к следующим 10 минутам, чтобы получить чудесные благословения, которые откроют двери в ваше будущее. Пристегнитесь и слушайте внимательно. Вы не среднее шоу, так что не пропускайте его. У вас ограниченное время, чтобы оказать существенное влияние на историю, используя катализатор трансформации. Если вы следуете христианству, это мощный фактор перемен. Посмотрите видео и присоединяйтесь ко мне в этом захватывающем приключении, где мы раскрываем тайны, которые могут фундаментально изменить наше восприятие окружающей среды. Вы не будете разочарованы. Будьте готовы к чудесному событию. Чудеса приближаются к вам, как падающие звезды. Представьте, что вас несут невероятные перемены, которые могут изменить каждый аспект вашей жизни. Если вы верите в Бога, посмотрите этот канал и представьте, что отправляетесь в путешествие, которое принесет не только неограниченное богатство, но также прочную дружбу и мир. Это невероятная вещь, настоящее чудо, которое может запустить эпоху Возрождения в вашей жизни и наметить для вас процветающее будущее. Приготовьтесь оказаться в центре внимания своих величайших достижений. Божий порядок наполнен музыкальными компаньонами и убежищем спокойствия, которое будет длиться вечно. Вот-вот представится прекрасная возможность, и вы можете представить себя летящим на ветру перемен, на пороге победы. Не позволяйте ничему помешать вам отправиться в захватывающее путешествие в страну финансовой независимости и приключений, которая уже не за горами. Готовы ли вы охватить свои увлечения с интенсивностью падающей звезды? Поступив так, вы откроете в себе самые великолепные драгоценности, освещающие жизнь тех, кто вам дорог. Каждый пульсирующий удар моего тела ценит тебя до глубины моего существа. Аминь. Представьте, что вы вступаете в новый этап своей жизни, наполненный успехами. Если вы доверяете Иисусу, ожидайте оглушительного триумфа и взрывного потока достижений, одного за другим, следующего за вкусом успеха. Приготовьтесь к лавине чудес, которые вас поразят. Приготовьтесь стать свидетелем чего-то необычного прямо на ваших глазах. И если вы верите в Бога, напишите комментарий «Аминь», чтобы увидеть дождь прорывов, заливающий вашу повседневную жизнь, как симфония сияющих рек. Подумайте, что к вам приближаются разнообразные благословения, каждое из которых освещает ваш путь, как яркое солнце. Держитесь за свою веру, как за бесценную драгоценность, пока ваши молитвы направляются во Вселенную. Приготовьтесь к чудесным переменам,
которые вот-вот произойдут в вашей жизни и превзойдут ваши самые смелые фантазии. Если хотите это подтвердить, напишите «Аминь». Бог призывает нас быть добрыми к нашим врагам. Это все равно, что посеять семя перемен в их сердцах, любя даже тех, кто противостоит нам. Качество Христа, и мы становимся сильным свидетелем Его. Просто посещения церкви недостаточно. Мы должны также следовать воле Божией. Чего хочет Бог? Он хочет, чтобы мы любили Его всем своим сердцем, душой и разумом и любили своих ближних, как самих себя. Когда мы живем жизнью любви, это угодно Богу, и мы становимся частью Его Царства. Однако, если мы живем эгоистично, с жадностью и гордостью, мы дистанцируемся от Него. Помните, даже перед лицом проблем, неудач и разочарований именно Бог может восстановить, искупить и благословить. Он может превратить вашу печаль в радость, ваш траур в праздник и ваше отчаяние в надежду. Отправьте текстовое сообщение на номер 111, чтобы получить это благословение. Оставайтесь на связи с Богом. Ищите Его в свои личные моменты, любите своих врагов, следуйте Его воле и доверяйте Ему, чтобы Он восстановил и благословил вас за пределами вашего воображения. Завтрашний день может принести значительные изменения в вашу жизнь, потому что Бог слышит ваши молитвы и хочет принести новые благословения и чудеса. Проявляйте благодарность и хвалу, чтобы принести больше благословений. Ваше имя оказывает влияние на место, куда вы еще не добрались. В этом месяце ждите невероятных вещей. Вселенная настроена на то, чтобы принести изобилие в вашу жизнь, исполняя ваши желания и молитвы. Бог благословляет многих, но просит не забывать Его, когда дела идут хорошо. Оставайтесь на связи с Богом. Отдайте Ему свои заботы, и Он подарит помощь, исцеление, ресурсы, счастье и мир. То, что вы потеряли, будет восстановлено, а то, что сломано, будет восстановлено. На этой неделе Вселенная работает над тем, чтобы обеспечить вам величайшее возвращение в жизни. Имейте веру и ожидайте больших благословений и возможностей. Бог заверяет вас, что Вселенная позаботится о ваших счетах, исцелит ваше сердце, защитит вашу семью и сделает сегодняшний день волшебным. Верьте, что Бог отвечает на молитвы неожиданным образом. Вы снова будете смеяться, доверять и любить. Бог восстановит то, что вы потеряли. Люди могут вас разочаровать, но Бог никогда этого не сделает. Отдайте Ему свою жизнь, и Он наставит вас на правильный путь. Когда Бог просит вас от чего-то отказаться, верьте, что вас ждет что-то лучшее. Бог работает над решением ваших проблем, и что-то, что изменит вашу жизнь, вот-вот произойдет в вашу пользу. Доверьтесь Божьему плану. Даже в борьбе заявляйте: «Я благословлен, процветаю и благосклонен Богом». Ваше здоровье, отношения и финансы вскоре улучшатся. Спите спокойно, потому что сегодня ваше чудо положит конец вашим тревогам. Я хочу поделиться с вами посланием надежды, мира и позитива. Как будто Вселенная или для тех, кто верит, сам Бог говорит прямо с вами.
перед этими выходными представьте себе мир, в котором вас переполняет хорошее здоровье, радость и счастье. Ваша жизнь, которая, возможно, знала немало печалей и препятствий, вот-вот превратится в историю счастья и возрождения. Да, точно так же, как вдохновляющие истории, которые вы видите в этом видео. Поверь мне, дорогое дитя, я Бог чудес. Даже когда обстоятельства кажутся невозможными, я могу быстро изменить ход вашей жизни. Представьте себе, что прямо сейчас вы широко раскрываете свои объятия, чтобы получить изобилие любви, мира и чудес. Пусть они наполнят вас непоколебимой надеждой, радостью и непоколебимой верой. Если вы готовы принять эти благословения, просто напишите 111. Верьте, что я превращу вашу бедность в богатство, вашу нехватку в изобилие, а вашу борьбу в победы. Все, что я прошу, это довериться мне и посмотреть это видео до конца, и вы станете свидетелем благословений, которые я собираюсь излить на вас. На подходе все больше и больше возможностей, которые изменят вашу жизнь. Они помогут вам освободиться от бремени долгов, позволят полностью оплатить счета и улучшить финансовое положение. Помни, моя дорогая, ты уже получила множество благ, и они принесут тебе отменное здоровье, нескончаемое богатство и нескончаемый успех. Ваши действия могут навсегда изменить ситуацию в вашей семье. Будьте готовы к благословениям, которые превзойдут даже ваши самые смелые мечты. Я превращу вашу нужду в изобилие богатства. Если вы верите, напишите 1414. Примите это послание надежды, и пусть оно наполнит ваше сердце расслаблением и предвкушением прекрасного будущего, которое вас ждет. Доверьтесь позитиву, вере и чудесам. Бог говорит: замените свой страх верой. Я буду с вами, когда возникнут проблемы. Я люблю вас. Бог говорит: сосредоточьтесь на том, чтобы совершенствоваться каждый день, вместо того, чтобы пытаться быть таким же святым, как другие вокруг вас. Расслабьтесь, у вас доброе сердце и добрые намерения. Все пойдет в вашу пользу. Если согласны, напишите «да». Если вы видите число 111, это означает второй шанс в жизни, возможность воплотить в жизнь свои мечты. Не позволяйте этому пройти. Воспользуйтесь этой возможностью. Бог говорит: прошлое может быть ошеломляющим и полным сожалений, но оно сформировало вас и является частью вашей истории. Напишите «Аминь», если согласны. Господи, пожалуйста, удали из моей жизни людей с дурными намерениями по отношению ко мне, тех, кто думает, что они выше меня. Окружите меня людьми, которые хотят, чтобы я добился успеха. Напишите «Аминь», если согласны. Бог говорит: я знаю, что ты, возможно, не всегда понимаешь, что я делаю, но продолжай молиться. Однажды все обретет смысл. Я обещаю. Бог обеспечивает вечное счастье. Если вы чувствуете себя безнадежным и подавленным, обратитесь к Нему, потому что Он здесь, чтобы благословить вашу жизнь. Бог говорит: я помогал тебе в прошлом и помогаю тебе сейчас. Теперь я всегда буду с тобой в будущем.
Я тебя люблю. Вселенная хочет, чтобы вы жили своими мечтами и воплотит их в жизнь, потому что вы этого заслуживаете. Помолитесь, а затем отпустите это. Не пытайтесь манипулировать или форсировать результат. Просто верьте, что Бог откроет нужные двери в нужное время. Аминь. Дорогой Бог, коснись людей вокруг меня, сохрани их счастливыми и безопасными. Подарите им любовь, сострадание, заботу, душевное спокойствие и особую доброту. Аминь. Послание от Бога. Если ты читаешь это, знай, что к тебе придут деньги, ты обретешь любовь, и твоя жизнь улучшится. Оставайтесь позитивными и верьте, что все в порядке. Напишите «да», если согласны. Не позволяйте жизни победить вас. Помните, что Бог позволяет трудностям проверять вашу веру. Я верю, что Бог всегда все контролирует, направляет меня и все делает согласно своей великой любви ко мне. Если вы переживаете трудные времена, продолжайте верить в Бога. Он знает, как благословить вас неожиданными способами. Вера в Бога. Он работает над разрешением ситуации, которая вас беспокоит, потому что Бог говорит, что вы много раз плакали наедине, но теперь я собираюсь благословить вас публично. Если хотите получить Божье благословение, напишите 2222. Бог планирует для вас что-то хорошее, например, работу, брак или продвижение по службе. Поставьте лайк этому видео, чтобы заявить об этом. Напишите «да», если считаете, что что-то стрессовое вот-вот сменится большим благословением на удачу. Напишите 555 минут. Помните, что Божьи благословения новые каждое утро. Не сдавайтесь из-за неудачного дня. Наступает новый день. Напишите «Аминь», если вы доверяете Господу. Пожалуйста, Боже, разорви каждую цепь негативных мыслей и каждое зло, сказанное против меня. Уничтожь все твердыни в моей жизни и замени их благословениями. Даруй моему разуму спокойствие и любовь во имя Иисуса. Я запрещаю и отменяю каждое задание и нападение врага. Отмени каждое негативное слово, сказанное в моей жизни. Аминь. Бог говорит: «Я знаю, через что ты проходишь, и я дам тебе силы преодолеть это». Когда приходят негативные мысли, приходи ко мне, и я дам тебе спокойствие в уме и в твоем сердце. Не слушай на негативное мнение других. Когда тебя недооценивают, я подниму тебя. Напиши «Аминь», если согласен. Пока вы терпеливо ожидаете моего возвращения, пожалуйста, поймите, что ваше благополучие имеет для меня первостепенное значение. Хочу заверить вас, что я покрою все расходы, поэтому вам не о чем беспокоиться. Сегодня я полностью посвятил себя заботе о вас и решению любых проблем, которые вызывают у вас стресс и беспокойство. Моя любовь к тебе выходит за рамки того, что вы можете осознать, и я хочу, чтобы вы знали, что я всегда буду рядом с вами, обеспечивая поддержку и утешение, когда бы вы в этом не нуждались. Я призываю вас проявить позитивные утверждения, сосредоточиться на нашем совместном путешествии и непоколебимо поверить в меня. Поверьте, что сегодня я открою для вас двери возможностей и благословений.
Делюсь с вами посланием от Бога. На ваши невысказанные молитвы будет отвечено громкое «да». Бог знает вас близко, слышит каждое ваше слово и любит вас безоговорочно. Его божественный план действует в вашей жизни, и вы действительно благословлены. Бог уверяет вас, что Он активно работает в вашу пользу. Может показаться, что все разваливается, но на самом деле все становятся на свои места согласно Его божественному плану. Поэтому я призываю вас не унывать. Вместо этого доверьтесь Божьему идеальному времени. Он имеет полный контроль над любой ситуацией, и все, что Он просит вас, это сохранять спокойствие и иметь непоколебимую веру. Дорогой Божией, когда мы вместе начинаем этот новый день, Ты подарил мне новый день. Я прошу, чтобы Твоя божественная сила и цель наполнили мое сердце. Пожалуйста, прости все ошибки, которые я совершил в прошлом, и помоги мне идти по Твоему пути сегодня. Пусть Твой свет сияет сквозь меня, касаясь сердец каждого, кого я встречаю. Я признаю, что не могу путешествовать в одиночку и полностью полагаюсь на Ваше руководство. Без Тебя я ничто. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Очень важно осознавать, как мы проводим свое время. Легко вовлечься в деятельность, не имеющую реального значения, что часто приводит к утомлению. Давайте поразмышляем о необходимости каждый день создавать пространство для отдыха и размышлений в присутствии Бога. Давайте преобразимся в том, как мы думаем и живем, ища Его руководства и мудрости во всем, что мы делаем. Помните, вам невероятно повезло, что Бог рядом с вами. Давайте помолимся тем, кто сегодня борется с давлением и тревогой, прося Божьего мира и надежды наполнить их сердце. Дорогой Господь, смиренно прошу Тебя даровать мне продуктивные дни, спокойные ночи, гармоничный дом. Говоря о плодотворных начинаниях, давайте всегда помнить, что Бог – наш постоянный спутник. Он уверяет нас не бояться, ибо Он с нами. Не отчаивайтесь, ведь Он наш Бог. Он укрепит и поможет нам, поддерживая нас своей праведной десницей. Бог хочет, чтобы мы знали, что Он организует события в нашей жизни, даже когда кажется, что все рушатся. Доверьтесь Его божественному плану и не теряйте надежды. Его время всегда идеально. Все, что нам нужно сделать, это довериться Ему и проявить терпение. Давайте найдем утешение в словах притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих покоряйся Ему, и Он сделает стези твои прямыми». Эти слова предлагают руководство и безопасность в неспокойные времена нашей напряженной жизни. Легко упустить из виду то, что действительно важно, и заполнить свое время тривиальными делами, рискуя утомиться. Давайте помнить о важности создания пространства для ежедневного общения с Богом, где мы находим покой и восстановление в Его присутствии. Давайте согласовывать наши мысли и действия с Его волей. Бог всегда с нами, направляя и защищая нас. Он напоминает нам доверять Ему и не терять веру даже в трудные времена. Давайте не будем забывать ежедневно искать Его присутствие, зная, что Его любовь и сила поддержат нас.
Когда вы читаете это напоминание о том, что вы находитесь на грани получения невероятных благословений. Найдите минутку, чтобы осмотреться вокруг и оценить все полученные ответы на молитвы и благословения, которые уже проявились в вашей жизни. Ваше дальнейшее проявление принесет в вашу жизнь еще больше благословений. Ангелы призывают вас переключить внимание с разума на сердце. Иногда глубочайшие переживания и чудеса не поддаются логическому объяснению. Доверьтесь своей интуиции, откройте свое сердце любви и чудесам и поверьте, что они уже в пути. Помните, что постоянная презентация себя – это ключ к реализации ваших желаний. Вы способны добиться всего, к чему стремитесь. Сегодня Бог заявляет, что никакой вред не причинится ни вам, ни вашему здоровью, времени, деньгам или семье. Во имя Иисуса, мое дорогое дитя, в октябре 2023 года ты и твоя семья будете благословлены множеством возможностей и изобилия. Приготовьтесь удивиться невероятным благословениям, которые ожидают вас. Ваше богатство, здоровье и процветание достигнут новых высот. Помните слова Иисуса: «Я есмь хлеб жизни. Кто придет ко мне, никогда не будет голодать, и кто верует в меня, никогда не будет жаждать». Если вы примете Иисуса в свою жизнь, Он заменит вашу боль радостью, счастьем и бесконечным миром. Я заявляю, что пока вы не будете полностью благословлены, небеса не успокоятся. Я повелеваю удалить все трудности и препятствия из вашей жизни во имя Иисуса. Знайте, что вас глубоко любят. Я послал своего единственного Сына умереть на кресте за тебя. Ты мне дорог, и я всегда слежу за тобой, любя тебя безоговорочно. Если вы открыто провозгласите Иисуса Господом и искренне верите в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, вы будете спасены. Напишите «Иисус есть Господь» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога. Бог говорит сегодня, что ваша жизнь вот-вот наполнится финансовым изобилием, которое облегчит ваше экономическое бремя и полностью погасит ваши долги. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть видео до конца. Я заменяю ваш стресс, беспокойство и разочарование вечным покоем, чтобы вы могли в полной мере ощутить мою любовь и благодать. Помните, Бог видит ваши слезы, слышит ваши молитвы и избавит вас от боли. Он внимателен к вашим потребностям. Приготовьтесь получить чудесный избыток Божьего изобилия, который оставит вас изумленными и вечно благодарными. В 2024 году Бог принесет в вашу жизнь исцеление, обеспечение, защиту и божественное руководство. Когда у нас нет ничего, кроме Бога, мы переживаем неожиданные чудеса, которые могут навсегда изменить нашу жизнь. Приготовьтесь удивиться изобилию, которое встретится на вашем пути. До конца этого месяца вы испытаете неограниченное богатство, хорошее здоровье и процветание в своей жизни. Помните, мои дорогие дети, что я ваш Бог, ваш Создатель, и я позабочусь о вас. С любовью до конца твоих дней, когда ты будешь в нужде, я протяну руку, чтобы помочь тебе и обеспечить тебе освобождение. Я никогда не брошу тебя и не оставлю тебя одного. Наша связь вечна.
Глава 21, стих 4 книги Откровения говорит нам, что Бог отрет всякую слезу с наших глаз, и не будет больше ни смерти, ни печали, ни плача, ни боли, потому что прежнее прошло. Господь, я молюсь, чтобы Ты удалил все болезни и боль из моей жизни. Наполни мою жизнь Твоей добротой и милосердием. Ты мой источник здоровья и исцеления, и я нахожу в Тебе прибежище среди любой боли, с которой могу столкнуться. Дай мне надежду и мужество, которые мне нужны, чтобы преодолеть эту ситуацию. Возьми под контроль мое тело, разум и дух. Я говорю об исцелении во всех аспектах своей жизни. Я заявляю, что исцеление – это мое наследие во Христе Иисусе. В Твоем Слове говорится, что Ты превыше всего желаешь, чтобы я процветал и был здоров. Отец, сегодня я прихожу к Тебе, чтобы получить сверхъестественное исцеление. Простри свои исцеляющие руки на мою жизнь в этот момент. Исцели меня от всех форм болезней и связанных с ними симптомов. Я получаю сверхъестественное исцеление во имя Иисуса. Я заявляю, что я полностью и навсегда исцелен помазанием Иисуса Христа из Назарета. Я разрываю ярмо болезней над своей жизнью. Тело мое – храм Господень, и никакая болезнь не сможет обитать в нем. Я положил конец всему угнетению в моей жизни. Ты обещал избавить меня от болезней, поэтому я приказываю каждому органу моего тела, с головы до ног, получить жизнь Божию во имя Иисуса. Пусть сверхъестественная исцеляющая рука Божья проявится в каждой ситуации. Я заявляю и постановляю, что мой дух, душа и тело свободны от всякого проклятия болезни. Пусть дыхание жизни войдет в мое тело в этот момент во имя Иисуса. Я забираю каждый злокачественный орган своего тела с любого злого алтаря. Спасибо, Господь, что напомнил мне, что Ты властен над всеми болезнями и каждым атомом нашего существа. Ты Господь исцеляющий, и Ты восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Я исповедую свои грехи и молюсь об исцелении. Прояви свою исцеляющую силу в моей жизни, Господь. Возьмите полный контроль над моим телом и душой. Высвободите сверхъестественную силу Бога в моем теле, заявив, что болезнь не имеет власти над моей жизнью. Господь Иисус, сегодня я пришел к Тебе, чтобы получить исцеление через Твою драгоценную кровь. Твое Слово говорит, что кровь Господня говорит более сильные вещи, чем кровь Авеля. В Твоей крови есть сила, и я прошу Тебя исцелить меня от всех болезней и недугов. Только Ты снял мои грехи и проклятия и очистил все мои болезни в моей жизни. В 1 Петра 2 часа 24 минуты говорится, что через кровь, текущую из ваших ран, вы понесли наши грехи в своем теле на крест, и вашими ранами мы исцелились. Господь Иисус, Твоей драгоценной кровью я молюсь, чтобы Ты исцелил, оживил и восстановил каждую поврежденную клетку в моем теле, потому что только Ты можешь исцелить меня. Сейчас я искореняю все формы болезней из своего тела. Болезнь, освободи свой контроль над моей жизнью. Исцели меня своей драгоценной кровью. Мои дорогие дети, сегодня я прихожу к вам, чтобы благословить вас и осыпать своей любовью и благодатью.
Продолжая путешествовать по жизни, помните, что я всегда рядом с вами, направляю и защищаю вас. Я вижу бремя, которое вы несете, боль, которую вы терпите, и трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Но не бойтесь, ибо я великий целитель, тот, кто может превратить ваши печали в радость, а вашу боль в покой. Я слышу ваши молитвы об исцелении и хочу, чтобы вы знали, что я здесь, чтобы ответить на них. Доверьтесь мне, потому что у меня есть сила исцелить каждый аспект вашей жизни. Из глубины вашей души до самых клеток вашего тела я могу принести восстановление и целостность. Моя драгоценная кровь, пролитая на кресте, несет в себе силу очистить и исцелить тебя от всех болезней и недугов. От моего имени я приказываю каждой форме болезни освободиться от своей власти над вашей жизнью. Я заявляю, что тело ваше – храм Господень, и никакая болезнь не сможет обитать в нем. Я разрушаю каждое ярмо болезней и угнетения, которое пыталось связать вас. С головы до ног я заявляю, что каждый орган вашего тела получает животворящее прикосновение Бога. Вы не одиноки на своем пути к исцелению. Я здесь протягиваю к вам свои исцеляющие руки, изливаю свою сверхъестественную силу и мощь. Верьте в проявление моей исцеляющей руки в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Позвольте дыханию жизни войти в ваше тело, принося восстановление и обновление. Знайте, что я обладаю властью над всеми болезнями и каждым атомом вашего существа. Я Господь исцеляющий, и я восстановлю твое здоровье и исцелю твои раны. Исповедуйте свои грехи и молитесь об исцелении, ибо я жажду проявить свою исцеляющую силу в вашей жизни. Отдайте мне свое тело и душу, позволив мне взять полный контроль и высвободить свою сверхъестественную силу внутри вас. Моя драгоценная кровь обладает силой исцелять и очищать. Кровью, пролившейся из моих ран, ты освободился от греха и проклятий. Я понес твои грехи в своем теле на крест, и моими ранами ты исцелился. Поэтому я молюсь своей драгоценной кровью, чтобы каждая поврежденная клетка вашего тела была исцелена, возрождена и восстановлена. Болезнь, я приказываю тебе освободиться от контроля над моими любимыми детьми. Я искореняю любую форму болезни и заявляю, что она не имеет власти над их жизнью. Пусть моя драгоценная кровь течет по их венам, принося целостность, здоровье и жизнь с избытком. Пусть они испытают чудесное исцеление, которое могу обеспечить только я. Помните, мои дорогие дети, что я хлеб жизни. Кто придет ко мне, никогда не будет голодать, и кто верует в меня, никогда не будет жаждать. Доверьтесь мне, и я заменю вашу боль радостью, счастьем и бесконечным покоем. Откройте свои сердца, чтобы получить исцеление, которое является вашим наследием во мне, Христе Иисусе. Пусть мои благословения переполнят вашу жизнь, принося исцеление, процветание и божественное руководство. Доверьтесь моим обещаниям, ибо я верен их выполнению. Ходите с уверенностью, что я всегда с вами, любя вас безоговорочно и присматривая за вами. Ищите меня в трудную минуту, и я протяну руку, чтобы помочь и обеспечить освобождение.
Продолжая свой путь, помните слова книги Откровения: «Я отру всякую слезу с глаз твоих, и не будет больше ни смерти, ни печали, ни плача, ни боли. Прежнее прошло, и я творю все новое. Доверьтесь мне, ибо я источник вашего исцеления и податель вечной жизни». Продолжайте провозглашать мое имя, Иисус, как Господа, и делитесь этим посланием с теми, кто доверяет Богу. Когда вы это сделаете, мои благословения переполнятся, и ваша жизнь станет свидетельством моей любви и благодати. Приготовьтесь удивиться невероятным благословениям, которые ждут вас, мои дорогие дети. Ваше богатство, здоровье и процветание достигнут новых высот, ведь я всегда верен тем, кто в меня верит. Пусть мой мир всегда будет с вами, и пусть мое исцеляющее прикосновение принесет чудеса в вашу жизнь. Доверьтесь мне, ибо я Господь исцеляющий. Аминь. Величайшее желание Бога, чтобы мы любили Его всем своим сердцем, душой и разумом и любили своих ближних, как самих себя. Когда мы выбираем жить жизнью любви, это не только радует Бога, но и приближает нас к Его Царству. Однако, если мы позволяем жадности и гордости поглотить нас, мы дистанцируемся от Его божественного присутствия. Давайте всегда помнить, что наши действия имеют последствия, и что наш выбор формирует наше духовное путешествие. Перед лицом проблем, неудач и разочарований важно сохранять непоколебимую веру в то, что Бог – окончательный восстановитель, искупитель и благословитель. У Него есть сила превратить вашу печаль в радость, ваш траур в праздник и ваше отчаяние в надежду. Доверьтесь Ему, ибо Он – источник всех чудес и благословений. Чтобы оставаться на связи с Богом, ищите Его в свои личные моменты, потому что именно в тихом шепоте вашего сердца Его голос можно услышать наиболее ясно. Любите своих врагов, следуйте Его воле и доверяйте Его божественному плану для вашей жизни. Знайте, что завтрашний день может принести значительные перемены, потому что Бог слышит ваши молитвы и хочет принести новые благословения и чудеса в вашу жизнь. Когда вы испытываете Его обильные благословения, очень важно проявлять благодарность и хвалу. Никогда не забывайте источник своих благословений и всегда оставайтесь на связи с Богом, даже во времена изобилия и процветания. Он жаждет вашей непоколебимой преданности и доверия, поскольку в нем лежит окончательное исполнение желаний вашего сердца. Твое имя, дорогой, оставляет след в тех местах, куда ты еще не добрался. Божественная рука Бога работает, выравнивая Вселенную, чтобы принести изобилие в вашу жизнь. Ожидайте невероятных событий в этом месяце, поскольку Вселенная сговорилась исполнить ваши желания и молитвы. Бог благословляет многих, но Он просит вас не забывать Его, когда дела идут хорошо. Оставайтесь на связи с Ним, отдавая Ему свои заботы и позволяя Ему обеспечить помощь, исцеление, ресурсы, счастье и мир. То, что вы потеряли, будет восстановлено, а то, что сломано, будет восстановлено. Знайте, что на этой неделе Вселенная усердно работает над тем, чтобы добиться величайшего возвращения в вашей жизни. Верьте, мои возлюбленные, и ожидайте, что на вашем пути появятся еще большие благословения и возможности. Бог уверяет вас, что Он позаботится о ваших счетах,
исцелит ваше сердце, защитит вашу семью и сделает сегодняшний день по-настоящему волшебным. Верьте, что Он отвечает на молитвы неожиданным образом. Хотя люди могут вас разочаровать, Бог никогда этого не сделает. Отдайте Ему свою жизнь, и Он поведет вас по правильному пути, ведя вас к жизни, наполненной Его обильной благодатью. Когда Бог просит вас от чего-то отказаться, верьте, что Он приготовил для вас что-то лучшее. Он работает за кулисами, решая ваши проблемы и организуя будущее, которое изменит вашу жизнь так, как вы даже не можете себе представить. Доверьтесь Его божественному плану и даже в разгар борьбы провозглашайте: «Я благословлен, процветаю и любим Богом». Знайте, что ваше здоровье, отношения и финансы вскоре улучшатся, ибо Божьи благословения безграничны. Спи спокойно, моя дорогая, ибо сегодня твое чудо положит конец твоим тревогам. Я делюсь с вами этим посланием надежды, мира и позитива, как будто сама Вселенная или сам Бог обращается непосредственно к вашему сердцу. Перед этими выходными представьте себе мир, в котором вас переполняет хорошее здоровье, радость и счастье. Ваша жизнь, которая, возможно, знала немало печалей и препятствий, вот-вот превратится в прекрасную историю счастья и возрождения. Верьте, мои возлюбленные, ибо я Бог чудес. Даже когда обстоятельства кажутся невозможными, у меня есть сила быстро изменить ход вашей жизни. Представьте, что вы широко раскрываете свои объятия, чтобы получить изобилие любви, мира и чудес. Пусть они наполнят вас непоколебимой надеждой, радостью и непоколебимой верой. Если вы готовы принять эти благословения, просто напишите 111. Верьте, что я превращу вашу бедность в богатство, вашу нехватку в изобилие, а вашу борьбу в победы. Все, о чем я прошу, это довериться мне и досмотреть до конца, потому что вы скоро станете свидетелем благословений, которые я собираюсь излить на вас. На подходе все больше и больше возможностей, которые изменят вашу жизнь. Они помогут вам освободиться от бремени долгов, позволив полностью оплатить счета и улучшив финансовое положение. Помни, дорогой, что ты уже получил множество благ, и они принесут тебе отменное здоровье, нескончаемое богатство и нескончаемый успех. Ваши действия способны навсегда изменить ситуацию в вашей семье. Приготовьтесь к благословениям, которые превзойдут даже ваши самые смелые мечты. Я превращу вашу нужду в изобилие богатства. Если вы верите, напишите 1414. Примите это послание надежды, и пусть оно наполнит ваше сердце расслаблением и предвкушением прекрасного будущего, которое вас ждет. Доверьтесь позитиву, вере и чудесам. Бог говорит вам: замените свой страх верой. Я буду с вами, когда возникнут проблемы. Я люблю вас. Он также призывает вас сосредоточиться на том, чтобы совершенствоваться каждый день, а не сравнивать себя с другими. Расслабьтесь, зная, что у вас есть божественная цель и что ваше путешествие уникально и особенное. Пусть ты будешь благословен, дорогой, любовью, радостью, миром и непоколебимой верой. Доверьтесь Божьему плану, поскольку Он всегда рядом с вами, готовый вести вас к жизни,
наполненной Его обильными благословениями, со всей моей любовью и благословениями. Господь, как бы я ни подвел Тебя, пожалуйста, прости меня и исцели меня. Ваше слово в Иакова 5 часов 15 минут говорит, что молитва веры спасет больных, и Господь воскресит их. И если они совершили грехи, им будут прощены. Я отвергаю каждую болезнь моего тела кровью Иисуса. Я приказываю повысить мою иммунную систему. Пусть каждый мертвый орган в моем теле оживет во имя Иисуса. Пусть Твоя кровь течет по моим венам и артериям, давая мне возможность наслаждаться полным здоровьем. Господи, пропитай все мое тело Своей кровью и приблизь меня к себе в каждое мгновение моей жизни. Я преодолею каждую болезнь, недуг, боль и агонию кровью Иисуса.